Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов встретился с главой медиагруппы «Туркел», автором и ведущим еженедельной программы «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида» Хакумой Халиловой. Посол поздравил Халилову с присвоением почетного звания «Заслуженный деятель культуры», пожелал успеха в работе и вручил благодарственное письмо. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между посольством и «Туркел Медиагрупп». Состоялся обмен мнениями по освещению мероприятий, проводимых посольством. Напомним, что несколько дней назад указом президента Кыргызстана Садыра Джапарова этой награды за заслуги в общественно-политической и культурной жизни страны была удостоена Хокума Халилова. Это очень интересно, может, многие из нас об этом и не знают. Можно начать с того, что Низами Гянджеви жил и писал в эпоху Кыпчакской династии Эльдегенезидов, которые правили государством Атабекства Азербайджан, Атабекан и Адербайган. Историки указывают на один интересный случай, когда правитель этого государства Кызыл Арслан спрашивает у нашего дорогого поэта: «О, шейх, почему ты в поэме «Семь красавиц» не упомянул тюркскую красоту?» На что Низами ответил: «Так как я просто не представляю прекрасную тюркскую деву в гареме персидского правителя». Низами в самом деле восхищался тюркской красотой, особенно кыпчакскими красавицами. Он писал про них в поэме «Искандернаме». Довольно вспомнить несколько моментов из нее. К примеру, «Там кыпчакских племен он увидел немало. Там лицо милых жен серебром заблистало. Были пламенны жены и были нежны, были образом солнца, подобием луны». Как мы все знаем, на одной из кыпчакских красавиц был женат и сам поэт, а звали ее Афак. Она, истинное имя которой было Апак, являлась по происхождению кыпчакской турчанкой, рабыней, которую ему подарил правитель Дербента Сейф-ад-Дин Музафар. Кстати, она была безграмотной, то есть знала только свой родной тюркский язык. Что в его произведении внес большой вклад ее возлюбленница Апак, которая была кыпчачкой, вашей соотечественникой. Она выходит отсюда, с этих краев, с Казахстана, с Кыргызстана, вот отсюда. Женщина, которая была подарена, мы называем ее Кянис, подарена дербентским шахом, правителем, он принял ее к себе домой как возлюбленную, как свою жену. Она была прекрасна не только своей красотой, но с умом и своим мышлением, своим знанием, хотя она была безграмотная. И многие персонажи, которые мы видим, 7 красавиц, которые рассказывали свои сказки, именно он услышал это от рассказов Апака. Алмазбек Истамбаев назначен генеральным директором Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Так, Алмазбек, мы вас поздравляем с назначением директора оперы-балета
Благодарю. Планов на этот год очень много, потому что нашему театру исполняется 80 лет. В первую очередь, в конце февраля я вылечу в город Москву. Там есть определенные договоренности с театром Станиславского и Немировича Данченко. Также я обязательно встречусь с руководством Геликон оперы, с Большим театром, потом с музыкальным академическим детским театром имени Натальи Сац. Тоже есть там договоренности насчет детских спектаклей, потому что у нас детских спектаклей сейчас не хватает. Затем будет определенная договоренность с солистами, с моими друзьями, коллегами, которых мы пригласим в наш оперный театр по контракту. Затем будут договоренности с балетмейстерами, с режиссерами, они тоже будут приглашены к нам по контракту. Много планов, каждую не озвучишь, но все сделаем для того, чтобы наш Кыргызский театр оперы и балета уже потихоньку начал выходить за рамки нашей страны, а больше, чтобы знали о нас именно ближайшие соседи наши, среднеазиатские страны, а также Москва, Баку и дальше уже Европа. Это показывает, что вы раньше принимали участие в проектах Тюрксой. С Тюрксоем я, будучи директором симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова, мы тоже сотрудничали. Планировались гастроли в Анталию, в Стамбул, в Анкару, но из-за пандемии это все задержалось. Естественно, теперь мы уже будем продвигать труппу оперного театра, мы дружим с Дусейн Харабаевичем. Тюрксой меня связывает проект Кёроглы, известного азербайджанского композитора Узира Гайджибекова. Я участвовал в этом проекте. Я там играл Талхека, это шута, и играл блестяще. Маэстро Рауф Абдуллаев очень всегда засматривался моей игрой. Афлатунбей Мурза, он был режиссером. Тоже много друзей появилось. Потом наши гастроли по Казахстану, Азербайджану, Турции. Почетная грамота от Тюрксоя. Было очень много хороших воспоминаний. Тем более в Азербайджане, в Турции у меня много друзей, тоже коллеги. Это бывший генеральный директор Анталийского театра оперы и балета Сибяль Кизилатис. Мы с ней до сих пор дружим, переписываемся. Это прекрасная меццо-сопрано. Также я дружу с солистами именно оркестра этого театра. Назым Алиоглу, Назым Бей и Али Алиев. Это тоже мои друзья. Затем у меня друзья в Азербайджане. Это прекрасный маэстро Аюб Кулиев, Ялчин Адыгизалов. Также мои коллеги Афак Абасова, народный артист Азербайджана. Здесь пели знаменитую песню Муслима Магомаева «Весенний край Азербайджан». Я обожаю его творчество, я люблю его творчество, я пою многие его песни. И будучи в Москве, там услышали, как я пою «Весенний край Азербайджан», тоже пригласили азербайджанские друзья. Там председатель совета директоров АКС, акционерного общества «Алмаз-Анте», это крупнейшая компания российская. Сам азербайджанец очень любит эту песню, любит творчество Муслима Магомаева. И я с удовольствием исполнил ему для него. Поэтому с Азербайджаном, с Турцией связывают только теплые дружеские отношения. И в дальнейшем, я думаю, мы продолжим это отношение. Тем более в Баку я был на фестивале Узира Гаджибекова. Благодаря маэстро Ялчину Адыгизалову он пригласил на этот фестиваль. От имени Кыргызстана я там выступал. Мы пели в Доме музыки, Бакинском доме музыки. Был впечатлен, конечно, архитектурой Баку, как он преобразился. Затем мы были, по-моему, на Нахичеване, да, это родина первого президента Гейдара Алиева. Там мы были, в музее были, там выступали. В общем, Впечатлений много, да? Впечатлений очень много. Архитектура. Ну, сама азербайджанская классическая музыка, она у нас
слава богу, и в нашем оперном театре присутствует знаменитая комедия Аршин Малаланда. Аршин Малаланда. Она очень любима нашим кыргызстанским зрителям. Наши оперные певцы с удовольствием исполняют его. Она исполняется у нас на киргизском языке. Да-да. И она как-то вот тоже сплетается с культурой нашей страны, мы все-таки из одного тюркоязычного мира, поэтому наш зритель очень хорошо воспринимает. Kardeşlik dünyası sen, anamın anası sen, Azerbaycan. Чтобы найти свое признание, надо просто понимать, что ты без этого не можешь жить. Музыка имеет сильное воздействие на эмоциональную сферу и нравственный мир человека. Именно благодаря музыке человек способен расслабиться, отдохнуть, получить определенную пищу для ума. Этот вид искусства способен в корне поменять настроение человека, развеселить его, опечалить, дать возможность почувствовать тоску. Музыка и пение сопровождают человека всю его жизнь. Судьбы известных оперных певцов необычайно разнообразны. Кто-то начинал петь в самодеятельности, кто-то учился играть на каком-либо музыкальном инструменте, а потом вдруг почувствовал потребность петь. В оперных театрах иногда берут желающих петь в хоре, причем без музыкального образования. Бывают редкие случаи природной одаренности к такому ремеслу, когда и учить не надо, открыл рот и поешь. Но чаще всего голос надо обработать до культурных рамок. Профессия оперного певца многоплановая. Голос – только средство для воплощения звукового образа. Необходимо так мастерски овладеть навыками красивого пения, чтобы зритель забыл об условности оперного спектакля и следил за действиями актеров, наслаждаясь вокально-инструментальными звуками всех исполнителей. Сегодня опера превращается в более популярный вид искусства, даже в шоу-бизнес. Обаятельная, с мелодичным голосом, ведущая солистка оперы Ангелика Бекмуратова разрушает все стереотипы. Ее часто можно встретить на родной сцене театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Она принимает активное участие в социальной жизни страны. Ведущая солистка Национальной оперы Кыргызстана ведет активную концертную деятельность, занимается сольной карьерой, преподает в своей оперной студии. О том, как проходят рабочие будни оперной певицы, Ангелика рассказала в интервью специально для телепрограммы «Мост дружбы» телеканала «Пирамида». Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе. Я закончила Кыргызскую национальную консерваторию имени Калыя Малдыбасанова. И сразу после консерватории была принята на работу в театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева солисткой. Сразу начала петь. Вначале была маленькая первая моя партия, это была партия графини Чепрана. Но я могу сказать с гордостью, что дирижировал этот спектакль сам Калый Малдыбасанов. Вот, и я страшно волновалась. Мой педагог была около меня. Я закончила у педагога народной артистки Кыргызстана Сайры Чуткараевой. Вот, и она была рядом со мной, опекала меня. Все 5 лет консерватории, и потом еще все мои первые партии в театре оперы и балета. Она была моим наставником, педагогом, моей мамой. Вот, поэтому я ее очень люблю, очень ей благодарна. Вот. И вот такая была у меня первая партия графини Чепрана и пажа. Но потом очень быстро я спела большую партию Евгения Онегин, я спела Татьяну Ларину, пела ее очень много, долго. Потом я пела и Аланту, я пела Земфиру. Вот. Я пела замечательную партию Чио Сана из одноименной оперы Пучини «Мадам Баттерфляй». Также я пела замечательную партию, очень любимую мной партию Микаэлы из оперы «Кармен».
Вот, я пела весь ведущий репертуар Сопрановой нашего театра. Пела, и пою до сих пор. Я до сих пор работаю в театре. Но также я пела и вторые партии. Вот, мы всегда пели, мы никогда этого не боялись. Наше поколение, которые пришли после консерватории в том году в театр, мы не боялись петь все. Мы пели все. Мы пели вторые партии, мы пели центральные партии. Вот, и вторых партий тоже напето очень много. Ну и, конечно, детские спектакли. Это и «Красная шапочка», это и «Белоснежка», это и «Кошкин дом». Я пела котят, потом я выросла, стала кошкой. Вот. Так что такой у меня, в принципе, очень счастливый творческий путь. Много концертов с разными оркестрами. Я пела с оркестром имени Асанхана Джамахматова, симфоническим оркестром под руководством Рахата Аспаналеева. Вот, поэтому пела много, пою до сих пор работаю в театре. Так что я не жалуюсь на свою творческую судьбу. Скажите, пожалуйста, сейчас на дворе пандемия. Как вам живется? Вы знаете, наверное, можно, если так сказать, я благодарна Богу. Меня не коснулось это. И моей семьи не коснулось. Вот. Но я очень переживаю всегда за тех людей, кто пережил эту страшную болезнь, кого коснулась эта ситуация. Вот пока я не столкнулась с этой болезнью. И надеюсь, что и не столкнусь. Вот. Но всем хочу пожелать здоровья. Кто с ней сталкивался, пусть быстро-быстро выздоравливает и возвращается к новой, хорошей, здоровой жизни. Несколько слов о семейном положении. Я замужем. У нас растет дочка Лия, ей 17 лет, но она у нас не музыкант. Вот она сказала, что мне хватает папы музыканта, мамы музыканта. Она у нас учится на архитектора. Она будет архитектором, будет строить дома. Я замужем за Саидом Бекмуратовым. Это большая музыкальная династия. Дедушка его Саид Бекмуратов, в честь кого назван мой муж, автор песни «Паризатой». Я очень много пою эту песню, но пою ее не только я, поют ее все солисты Кыргызстана. Очень много певцов, кто исполняет эту песню. И за рубеж ее вывозят с собой, и здесь у нас в республике поют эту песню. Отец мужа — это Казбек Саидович Бекмуратов, заслуженный артист Кыргызстана. Замечательный скрипач. К сожалению, их уже нет в живых с нами. Память о них всегда остается, и их знают в республике, очень ценят и как людей, и как музыкантов. Вот. И продолжатель династии — это мой муж Саид Бекмуратов. Он скрипач, он концертмейстер оркестра театра оперы и балета и инспектор симфонического оркестра также. И заслуженно, по-моему. И заслуженный артист Кыргызстана, да. Отличник культуры, заслуженный артист Кыргызстана. А как семейные дела, обязанности вы делите? Кто больше занимается этим? Вы знаете, я очень благодарна своему мужу. Очень такой у меня понимающий, очень человек, который всегда за меня переживает. Я всегда могу на него положиться. Это моя опора. Вот. И в радости, и в горе, и в творчестве. Я всегда знаю, что я смогу положиться на своего мужа. Он всегда поддержит, как музыкант, как муж. Вот. Как музыкант всегда меня критикует, никогда меня не хвалит. Я всегда могу на него положиться. Всегда поможет, всегда поддержит. Вот, поэтому я ему очень благодарна. И то, что я сейчас могу продолжать работать в театре, преподавать. У меня своя студия вокальная. Вот, мы вместе работаем там с Чермашем Турубековым. Директор нашей студии Александр Имашев. Вот. А мы с Чермашем преподаем в этой студии. У нас есть много студентов. Вот, и я очень тоже благодарна Чермашу, что он откликнулся и пришел вместе с нами работать в нашей студии. Его обожают все наши студенты. Вот, и вот недавно Чермаш приболел немножко, простыл, и все студенты у нас просто приходили, когда выйдет Агай, когда выйдет Чермаш Агай на работу. Я говорю, уже все выздоравливает, уже выходит. Все его очень ждали. Поэтому, этого бы не было всего, если бы мой муж мне не помогал, если бы он не жил со мной одной жизнью моей. Вот, поэтому я ему очень за это благодарна.
вас толерантная семья. То есть разные национальности, менталитет сказывается в семье. Ну, конечно, конечно. С каким образом? Я никогда не повышаю голос на своего мужа. Никогда. Женщина знает свое место. Знаю свое место, да, как жена я знаю свое И место. соглашаетесь, да? И соглашаюсь. Ну, я об этом еще ни разу не пожалела. Вот, поэтому... А скажите, пожалуйста, вот постоянно концерты, аплодисменты, цветы, внимание поклонников, да, это циническая жизнь. А за кадром жизнь, как вам? После такого внимания приходите домой, семейные хлопоты, заботы. Как вы с этим справляетесь? А вы знаете, вот такая жизнь сценическая, да, действительно, мне тоже в этом плане повезло. Меня узнают в городе, знают. Вот. И поэтому она помогает дальше жить, существовать. Потому что даже если какие-то есть проблемы, все, ты приходишь на работу, ты поешь, ты что-то творишь, и как-то отдыхаешь душой. А раз ты отдыхаешь душой, как-то потом и проблемы эти все решаются, бытовые. Вот поэтому я думаю, что это даже помогает нам в жизни. У нас жизнь интересная. То есть петь помогает жить? Да. Это помогает, наша профессия и нам помогает жить, и помогает жить, наверное, людям, которые мы несем свое искусство, которым мы поем, для кого мы поем, для зрителей. Вы себе нашли в этой сфере? Как вы думаете? Я думаю, что да. Я не жалуюсь на свою артистическую судьбу. Я, в принципе, всем довольна. Я очень много пою, пела очень много. Я даже пела эстраду. Я пела в проекте «Ирлалы Кыргыз Ырлары» с Расулом Аматкуловым. У нас с ним записано 2 дуэта замечательных. Вот, эстрадные песни пела. Я пела с камерными оркестрами нашей республики, симфоническим, я уже говорила, оркестром. В театре, само собой, пела. Также я работала как музыкальный руководитель на постановочных спектаклях, в постановках участвовала русской драмы, театра русской драмы имени Чингиза Айтматова. Вот это тоже очень была интересная работа. Она очень много мне дала. Я подружилась с таким замечательным актером, режиссером, как Марат Амираев. Мы до сих пор дружим. Вот мы вместе работали с ним на этих проектах. Вот, поэтому... В целом, довольны ли вы жизнью? Да, я в целом довольна. У меня много всяких событий было в жизни, очень интересных. Я довольна. Я не хочу гневить Бога и сказать, что вот там что-то я недополучила. Но все, что имею, это все мое, значит, я это заслужила, и я этому рада. Намеченные цели все достигнуты? Намеченные цели. Вы знаете, вот интересно, я как-то каких-то целей никогда не ставила перед собой. Какая Ангелина в жизни? А у меня тяжелый характер. Например? Ну, я не знаю, я вредная. В чем? Ну вот со мной тяжело. Меня надо терпеть. Поющий человек, непонятно. Ну, я могу расстроиться, могу уйти в какие-то свои мысли. Вот. Могу полностью уйти, вот если партию какую-то готовить, уйти в партию, где-то забыть о доме, думать там о партии. Вот. Поэтому нет, со мной, наверное, жить не очень легко. Я так думаю. Даже так? А как вас терпят? Ну, любят, наверное, просто. Любите, да? А скажите, пожалуйста, вот вы поющая женщина, да? А у поющей женщины обычно всем кажется, что нет проблем. А у вас нету никаких проблем? Ну, смотря что подразумевает под словом проблема. Проблемы есть, наверное, у нас у всех, да, какие-то в чем-то как-то. Ну, поющие людей думают, что нет проблемы. У нас у всех просто есть такие проблемы, как у всех людей, бытовые проблемы. Где-то денежные проблемы, где-то какие-то бытовые проблемы. Мы их также решаем, как все люди. Ничем мы не отличаемся. Совершенно. Цели намечены, наверное, в будущем есть, проекты. Есть. Я просто хочу, чтобы мы развили свою студию на более другую, еще на другой уровень, на какой-то мы вышли. Больше воспитали детей хороших, поющих и взрослых. Вот это очень хорошая такая цель. К нам приходят люди в студию, занимаются, поют, и они так радуются, им так это нравится.
они узнают многое. Мы же еще хитрим. Мы во время, вот они придут, хотят спеть что-то, какую-то музыку такую. А мы раз говорим, а вот есть песня Калым Алдабасанова, очень красивая. То есть направление... А вот есть вот такая песня. И очень нравится, и люди начинают петь, и люди узнают то, чего они не знали раньше о музыке. И не знали таких красивых песен. И это же хорошо. Это такая вот задача у нас хорошая. Вы пели с молодым. Это Леонид Рукавишников, а играла нам его мама. Это заслуженная артистка Кыргызстана Юлия Бабич, концертмейстер. Это мой концертмейстер. Я когда пришла в театр, сразу была выписана в класс Юлии Алексеевны. Вот. И вот уже больше 20 лет в театре. Это мой концертмейстер.
мой педагог в театре. Вот, с ней подготовлены все партии, с ней подготовлены концертные программы, романсы. Все это с ней. И вот я рада тому, что у них вырос сыночек Ленечка. И вот сейчас он у нас солист театра, его взяли в этом году. Пока он поет маленькие партии, он студент консерватории, еще учится, но очень целеустремленный. Он уже является лауреатом международных конкурсов. И поэтому мне очень хотелось, чтобы он прозвучал в этой передаче, вот, потому что мы им гордимся, и это так приятно, что как вот смена поколений. Кстати, вы на каком языке еще поете? Я очень много пою на кыргызском языке, на русском языке, на украинском языке пела, на итальянском языке, конечно. Вот сейчас даже благодаря студии я освоила английский язык. Счастливый вы человек вообще? Да, я вот честно скажу, я счастливый человек. А вы знаете, почему счастливый? Потому что меня окружают, мне очень везет в этом. И я не знаю, вот так Бог сделал, меня всегда окружают только хорошие люди. Человек счастлив, когда он имеет свою любимую работу, когда он с радостью идет домой, когда он из дома выходит также с радостью на свою работу, вот, когда он здоров, и когда вокруг него окружают люди, любимые им люди, да? Вот это вот и есть жизнь наша. Из этого, из маленьких таких вот вещей складывается наша жизнь.
Ангелина, я думаю, что у нас прошла очень интересная беседа. Спасибо вам за беседу. Спасибо, что вы нас приняли, мы вас послушали. Ваши пожелания наши телезрители будут теперь знать, какая она, Ангелина, за кадром в жизни в самом деле. Ваши пожелания нашим телезрителям. Вы знаете, я хочу всем пожелать, в первую очередь хочу пожелать здоровья. Это самое главное, это сейчас актуально. И вообще не только сейчас здоровье самое главное. Здоровья я хочу пожелать, счастья пожелать, успехов во всем. И хочу пожелать всем во всем любви. То есть во всем, что бы они ни делали, в работе, дома, в своих увлечениях, во всем, что присутствовала любовь. И пожелать всем удачи, успехов. Пусть это, может быть, как-то банально звучит, но это действительно так и есть.